Тынбаев. Дорогие наши зрители, добрый вечер. Мы очень рады нашей встрече в органном зале Башкирской государственной филармонии сегодня. 2016 год. Это год кино. И, наверное, вы уже догадались, что выбор музыкального эпиграфа к нашей программе, конечно же, не случайен. Микаэл Таривердиев. Любимый фильм «17 мгновений весны». В искусстве много направлений. И у каждого направления есть свои поклонники, своя публика. Но кино любят все. По степени воздействия на людей кино, наверное, не может сравниться ни с каким другим видом искусства. И так было на протяжении практически всего XX века. И как жаль, что сейчас, в веке 21, люди стали реже ходить в кинотеатры. И особенно печально, что редко ходят на наши российские фильмы. Мы очень надеемся, что объявление Года российского кино, да и наша сегодняшняя программа послужит поводом для каких-нибудь перемен в этом направлении. Мы будем слушать музыку из кинофильмов, прекрасную театральную музыку. И все это сегодня будет звучать в исполнении любимой певицы. Я это говорю без всякого преувеличения. Человек редкого обаяния, редкой души, и музыкальной, и человеческой. Эту певицу, в общем-то, и не нужно никак особенно представлять. Я думаю, здесь нет равнодушных людей. Здесь люди, которые ее любят. И заслуженно любят. Свой день рождения, замечательный подарок нам с вами дарит заслуженная артистка Российской Федерации, народная артистка Республики Башкортостан, заслуженная артистка Республики Татарстан, обладатель государственной премии имени Салавата Юлаева, кавалер ордена Дружбы народов, наша любимая певица Насипа Кадырова. О песне «Вальс расставания» когда-то сказали: это не песня и не вальс вовсе, это душа России. И пока Россия живет, будет звучать эта музыка. Вальс расставания. Сердце тот старый,
Автор следующего произведения – наш композитор Рим Хасанов. Его творчество, его музыка – неотъемлемая часть башкирского искусства. И в нашей программе будет звучать фрагмент одного из спектаклей, музыку, которую писал Рим Хасанов. Надо сказать, что в его творчестве более 70 спектаклей, которых он одарил своим талантом. «Прощание с юностью» – так называется спектакль, а песня «Не забывайте друзей».
программу будет продолжать инструментальная музыка. На сцене музыканты ансамбля «Балалайка Бэнд». Кантри Пономаренко. На экраны выходит художественный фильм «Любовь земная». И в этом фильме прозвучала музыка, о которой говорят, эта песня послужила тому, что этот фильм остался в сердцах людей, что он завоевал такую невероятную популярность. Статистика говорит о том, что именно тогда, в 1975 году, эту картину посмотрели более 50 миллионов человек. И песню «Сладкая ягода», я уверена, многие знают наизусть. Итак, «Сладкая ягода».
И еще одна картина, которую увидела свет в 1975 году. На всю оставшуюся жизнь. Но надо сказать, что это ремейк кинофильма, который увидел свет в 1965-м, и назывался он «Поезд милосердия». В 1975-м он посвящался 30-летию Победы. И там действительно повествование идет о санитарном поезде, который в течение 4 лет спасает раненых бойцов и офицеров. Музыка из этого фильма, который так и называется «На всю оставшуюся жизнь», продолжает программу. Сестра, ты помнишь, как из боя меня ты вынесла в санбат? Остались живы мы с тобою в тот раз, товарищ мой и брат. На всю оставшуюся жизнь нам хватит подвигов и славы, победы над врагом кровавым. На всю оставшуюся жизнь, на всю оставшуюся жизнь горели небо, Нева и Волга, горели небо и поля. Одна беда, одна тревога, одна судьба, одна земля. На всю оставшуюся жизнь нам хватит горя и печали, где те, кого мы потеряли. На всю оставшуюся жизнь, на всю оставшуюся жизнь. Сестра и брат взаимной верой, мы были сильными в войне, мы шли к любви и милосердию в немилосердной той войне. На всю оставшуюся жизнь запомни братство фронтовое, как завещание святое. На всю оставшуюся жизнь, на всю оставшуюся жизнь.
абсолютно все. Да? Я назову фильмы, которым автор написал музыку. «Цирк», «Веселые ребята», «Весна». Ну, конечно, все догадались, что это Исаак Осипович Дунаевский. Но мы взяли в программу произведение, которое стало поистине народным. Это музыка из кинофильма «Кубанские казаки». Каким ты был, таким и остался. Каким ты был, таким остался, орел степной, казак мой. Зачем ты снова повстречался? Зачем нарушил мой покой? Зачем опять своих обидах меня хотел ты обвинить? В одном я только виновата, что нету сил тебя забыть. Свою судьбу своей судьбой пускай связать я не смогла, но я жила одним тобою, я всю войну тебя ждала. Твоя печаль, твоя обида, твоя тревога ни к чему. Смотри, смотри, душа моя открыта, тебе открыта одному. Но ты взглянул, не догадался, умчался вдаль, казак мой. Каким ты был, таким ты и остался. Но ты, идоль, мне какой. Далекий 1894 год. Братья Люмьер изобретают синематограф, как он потом будет называться. И надо сказать, что первые зрители синематографа для того, чтобы что-то увидеть, должны были заглядывать в маленькие окуляры. Только в 1995 году проходит первый киносеанс, который братья Люмьер сначала продемонстрировали узкому кругу друзей, затем более широкому. Первый фильм «Выход рабочих с фабрики Люмьер». Ожившие картинки просто завораживали. Ровно 120 лет тому назад первые киносеансы прошли и у нас в России. Сначала в Санкт-Петербурге, затем в Москве. Но без музыки тогда то немое кино тоже представить было себе невозможно. Нанимались специальные люди, музыканты, которые сопровождали музыкой движения на экране. Но специальной музыки не существовало, и музыканты порой были не такие профессиональные, как хотелось бы. Доходило до смешного. Если, предположим, на экране какая-то трагическая картина, быть может, даже сцена похорон, а исполнитель, сопровождающий показ, в это время играет какую-то веселую барабанную мелодию. Такое тоже бывало, и люди задумались, а не мешало бы писать специальную музыку для таких сеансов. И такая музыка была, есть и будет. В нашей программе два музыкальных фрагмента из двух популярнейших французских фильмов «Амели» и «Игрушка». Исполняет балалайка бенд.
покрою уста и очи, и чело. Я поцелуями покрою уста и очи, чело. Не уходи, побудь со мною, я так давно тебя люблю. Тебя я лаская гневою, я обожгу и утомлю. Тебя я лаская гневою, и обожгу и утомлю. Побудь со мною, пылает страсть моей груди, восторг любви нас ждет с тобою. Не уходи, не уходи. Восторг любви нас ждет с тобою. Не уходи, не уходи. Побудь со мной, побудь со мной. Вновь вернемся к музыке в спектаклях. На сей раз спектакль был поставлен в Татарском драматическом театре имени Галиаскара Камала «Цветочная долина». А песня называется «Грезы молодости». Сахраларда ялгыз, йөргән чакта
XX века, которая посвящена важной, великой Отечественной войне. Но и в нашем 21 веке снимаются картины, которые воспитывают чувство высокого патриотизма в сегодняшних молодых людях. И это тоже очень-очень важно. Фильм «Мы из будущего» вышел на экраны совсем недавно. Фантастический сюжет, когда молодые современные военнослужащие ребята вдруг оказываются в том далеком времени, когда шла Великая война. Как они переживают эти события, как они переживают эти трудности. Фильм достаточно интересный и вызвавший огромный отклик у молодежи. Назифа Кадырова в своих программах включает песню из того фильма. За все спасибо, добрый друг. За все спасибо, добрый друг, за то, что был ты вправду друга, за тот медовых травок луг, за месяц тоненький над лугом, за тот медовых травок луг, за месяц тоненький над лугом. За то селение над рекой, куда я шла, забыв про усталь, за чувства, ставшие строкой, за строки вызванные чувства, за чувства, ставшие строкой, за строки вызванные чувства. За то, что мне любовь твоя порой была нужнее хлеба, за то, что выдумала я тебя таким ты не, за то, что выдумала я тебя таким ты не. Таким ты не был. Спасибо вам большое, спасибо. Сегодня для
для вас играет Балалайков бенд в составе балалайка, собственно, Артур Садыков. Еще одна балалайка, но на сей раз контрабас балалайка Вадим Логеров. Художественный руководитель ансамбля баян Дмитрий Анисимов. И вновь музыканты оправдывают свое название бенд и играют западную музыку, популярнейшая Бессеме Мучи. На экраны выходит фильм «Три тополя на плющихе». И в этом фильме Татьяна Догонина так по-женски поет строчку «Опустела без тебя земля». Вчера вся наша страна, да что говорить, весь мир отмечал День космонавтики. Приглашали в передачу и Александру Пахмутову, которая много говорила и об этой песне тоже. Брали интервью у жен космонавтов, и у одной супруги спросили: а когда ваш муж там, далеко в космосе, что вы чувствуете? Она говорит: а именно то, что поется в этой песне. Опустила без тебя земля, как мне несколько часов прожить. А Александр Пахмутов сказал, что эта песня для нее тоже непростая. Однажды, находясь в гостях, ее пригласили к телефону, звонил Юрий Гагарин и сказал: Александра Николаевна, я хочу вам передать большой привет и спасибо от Комарова. Перед полетом, вот буквально только что он попросил вам позвонить и сказать спасибо за эту песню «Нежность». Александр Пахмутов сказал, что это был последний полет Комарова. Так что это знаковое произведение и для наших летчиков-космонавтов, и для всей нашей страны. «Нежность». Назифа Кадырова. Мне несколько часов прожить.
совсем без тебя, земля. Если можешь, прилетай скорее. Спасибо.
отговорила роща золотая. Отговорила роща золотая березовым веселым языком, и журавли печально пролетая уж не жалеют больше ни о ком. И журавли печально пролетая уж не жалеют больше ни о ком. Стою один среди равнины голой, и журавлей относит ветер вдаль. Я полон дум о юности веселой, но ничего в прошедшем мне не жаль. Я полон дум о юности веселой, и ничего в прошедшем мне не Не жаль мне лет, растраченных напрасно, не жаль души сиреневую цвет. В саду горит костер рябины красной, но никого не может он согреть. В саду горит костер рябины красной, но никого не может он согреть. В саду горит костер рябины красной, но никого не может он Танго Ежепетербургского «Последнее воскресенье» стала песней, которая нам знакома под названием «Утомленное солнцем». И надо сказать, что впервые эта песня прозвучала в 1937 году. Это было очень давно. Но согласитесь, какое звучание у этой песни в самых разнообразных фильмах: «Утомленное солнцем», «Список Шиндлера», «Три цвета белый», «Завтра была война», «Распад», «Красный цвет папоротника» и так далее, и так далее. Гениальная музыка обретает новую жизнь. «Утомленное солнце».
не стану злиться. Виноваты в этом ты и я. Утомленное солнце нежно с морем прощалось. Вот и часто призналась, что нет любви. В 20-е годы в кинотеатре вместе с кинопленкой присылалась партитура музыки. И надо сказать, что одним из пионеров музыкальной жизни кинематографа был выдающийся советский композитор, гениальный композитор Дмитрий Дмитриевич Шостакович. Надо сказать, что да, он писал музыку для кино, более того, служил в одном из кинотеатров топером, и вообще Шостакович написал музыку почти что к 40 фильмам. Музыка живет, а фильмы уже забылись. Ну, кто, например, из вас видел кинокартину «Мичурин»? Я не могу этим похвастаться. Но с музыкой познакомиться мы можем прямо сейчас. Я приглашаю на сцену юную пианистку. Это Елизавета Минеева. Встречайте. Для вас будет звучать весенний вальс Дмитрия Шостаковича из кинофильма «Мичурин». Хошавы. Это спектакль «Глаза», который вышел в свет в 1943 году. Салих Сайгашев написал музыку к этому спектаклю. И этой мелодией мы сможем сейчас насладиться. Назифа Кадырова.
Сегодня хотелось бы вспомнить имя еще одного выдающегося режиссера Ильдара Рязанова, которого, к сожалению, не стало с нами. Фильмы, в которых он использовал замечательные стихи гениальных поэтов, которые в середине 20 века были изъяты из обращения, а то и вовсе запрещены. Марина Цветаева, Пастернак, Белла Ахмадуллина. Андрей Петров написал музыку к очень многим произведениям. И в нашей программе сейчас звучит романс из кинофильма «Жестокий романс» и стихи Беллы Ахмадуллиной. А напоследок я скажу. Напоследок я скажу: прощай, любить не обязуйся, с ума схожу или восхожу к высокой степени безумства, как ты любил, ты пригубил погибели, не в этом дело, как ты любил, ты погубил, но погубил так неумело, так напоследок я скажу: работу малую весов еще вершит, но мои руки и стайкою наискосок уходят запахи и звуки, а напоследок я скажу: прощай, любить не обязуйся, с ума схожу или восхожу к высокой степени безумства. Так напоследок я скажу. И вновь прозвучит еще одно произведение Римы Хасанова. 1978 год. В нашем театре выходит спектакль по пьесе Мустая Карима «Долгое-долгое детство».
И мне хотелось бы прочитать несколько строк, которые сам Мустай Карим написал в предисловии. Вот послушайте. Книга это про людей, которые не изжили в себе веру в чудеса. Они чудаковатые, странные, неугомонные, наивные. Жизнь их чуть-чуть выше нашей каждодневной жизни. Чуть-чуть, может быть, смешней и чуть-чуть трагичней. Терпимее и милосерднее они друг к другу, тоже немного больше нашего. Обвинять, осуждать кого-то не спешат. И смерть, и счастье эти люди воспринимают с достоинством. От радости не скачут, а с горя не сгибаются. Как говорил поэт, каким бы ни было детство, счастливое или несчастливое, оно долго-долго будет идти с нами по жизни. Вы знаете, мне кажется, что эти красивые слова можно сказать и о нашей сегодняшней имениннице. Спасибо вам, судьба не судьба. Ансамбль «Балалайка Бэнд» оправдывал только вторую часть своего названия «Бэнд», исполняя западную музыку, то сейчас оправдают первую часть «Балалайка». Исполнят нам русскую народную мелодию «Валенки».
Марьями гордилась ты всегда. Не все вернулись соколы, кто жив, а кто убит, но слава их высокая теперь принадлежит. Рассудь твою ставили, ни горе, ни беда. Говорила Марьями, гордилась ты всегда. Не знаю счастья большего, чем жить одной судьбой, грустить с тобой всегда моя и праздновать с тобой. Можно «Радио Россия» почти что гимн России. А продолжив программу музыка Ирина Хасанова, вновь мы обращаемся к этому композитору из спектакля «Лунные вечера Айхлы». Вернусь в родные края. Tığlar
прямо сейчас. Строчка из этого произведения стала названием концерта. «Если радость на всех одна». Я думаю, что сегодня в этом зале радость была одна на всех. Песня о друге. Если радость на всех и одна беда, море встает за волной и волна, а за спиной спина. Здесь у самой кромки бортов друга прикроет друг. Друг всегда уступить готов место в шлюпке круг. Его не надо просить ни о чем, с ним не страшна беда. Друг мой, третье мое плечо, будет со мной всегда. Но случилось